Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о работе Фонда социального страхования. Региональное отделение Фонда социального страхования оказывает государственную услугу в соответствии с административными регламентами, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации по назначению и выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим в ранние сроки беременности, при рождении ребенка единовременное пособие, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В случаях прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием, то есть когда он остался должен своему работнику и ликвидировался, в случае отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу. И также в случае, если на день обращения застрахованного лица за пособие в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя. Для получения указанных пособий заявителю необходимо предоставить документы в Фонд социального страхования. Это заявление, удостоверение личности, документы, подтверждающие наступление страхового случая. Это справка ЗАГС о рождении ребенка, справка с женской консультацией о постановке на учет в ранние сроки беременности. Это листки нетрудоспособности по временной нетрудоспособности, по заболеванию, то есть, или же по беременности и родам. А также свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, и свидетельство о рождении предыдущих детей или свидетельство об усыновлении. Значительно упростилась процедура получения государственных услуг в связи с возможностью получения их в электронном виде. Для этих целей создан единый портал государственных и муниципальных услуг, основными целями работы которой является снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания. Подробнее о том, кому и какие виды госуслуг оказываются сегодня по линии обязательного социального страхования, как зарегистрироваться на портале госуслуг, а также большое количество важной и полезной информации можно прочитать на сайте r14.fss.ru. Здесь вы также найдете все необходимые контакты. Если возникнут вопросы при обращении за услугой, наши специалисты помогут вам разобраться. Также в региональном отделении в целях обработки обращений граждан работает колл-центр 315 888. Спасибо за внимание. До свидания.